Тиячата один ваш керку наличнике сыджа важыш, позже кажавныта шондылыш пас, сыджа котыртыва валыш пас. Это кервывлыса сыпонда медбы дорьины умоль шиншань, а сыджа медбы зервалыс эс кольчи, а котыртыс ула, и медбы ашиныс эс сышмы. Кырмунан улица кужа. Мед первощинне звыла ущаны ышинне звылын наличникез. Быт кодь рымаш, кыты кохнит, а кыты и аща машеррезен. Виджетан керкус важни, пылынчам, а вот наличникыз щоэша басок, краскаснельки абукульщам. Это сиен мы хозяинез быча машингиса наличникез щырын. Этсия шуам керкулан чужам. Кера керкуса не вачки щанан мадыккез выла. Отжук суфтытлыса наличникез медбы поднавны ышын да керкус руб коласыз. Но эдми анотир оскужа дорны пыввез да кольны не бащиттык. Это шань мастере скуччыны керны пыввез вылаз быт кодь щеррез, и бытланны анотаны ащиныз смысл. Варшакаддеза умальщинчань да вомжалымшань керку дорьевлыса обереггезен. Это шань наличникез вылын пондоны вундавны быт коть пассез. Унажыкса пантащаны шондылын, мулын да валын пассез. Но сыджа позже аджины кайезес, например, дудиез, уткаез да ющез. По да чери да туруннес позже кажавны. Миян ладорун унажыкса пантащаны геометрической щеррез, ромбез, кытчез, пернаез. Быт кужишки амортлан вылы наличникес керымын аслас кипоттуй, почерк. Унакадбарти сакральный пассес отирпонда дугдесанотны кычымка магической мог. Вилькеркуез вылыш, що ечажык позже пантавны наличникес. Это шайнатты не и ущаны щин было, да кольчаны тыд вылын. Оскал мунныта ылына медбы аджина да веджетны басаксы, этсиамиан то татын, гортын позже шуныта. Наличникес этала ыджут пример. Кычымышня каркавалыса татын, кычымышня ыны пондылам тыдны. Дом, который находится за моей спиной, он достаточно исторический. Был построен в начале 19 века. И если вы обратите внимание, он немножко отличается от других кумпельманских домов. Очень много окон. Как правило, дом окнами строили на южную сторону. А здесь мы с вами видим на северную сторону. Наличники, они старинные, а ставни, которые мы здесь видим на окнах, это новодел. Вот эти ставни поставили уже тогда, когда было принято решение открыть музей. И видим по периметру очень много окон, то есть солнце много должно попадать в зал. И поэтому, чтобы прикрыть экспонаты от такого яркого солнечного света, было придумано, что вот будут такие ставни. Но если вы обратили внимание, эти ставни открываются у нас именно с улицы. А сам наличник, он достаточно старинный. Сверху, как правило, очень много было солярных знаков, знак солнца. Солнце изображали или как полукруг, или полусфера, или в виде креста иногда, или в виде ромба. Но ромб в вертикальном положении. Такие же ромбы могли быть и по краям, как полотенце называли. А нижняя часть, это уже как земная твердь, там тоже иногда был ромб уже в горизонтальном положении. Ну, если раньше кервувися деддес, мы бюджетный, кыжня ужана, кышкерана, коты качем добавлял. Вот, допустим, в верхней части еще, по краям, уже мячами добавил мне. В зависимости от ширины окна. Раньше вы учитесь, и у меня шаблоны свои под минимум кермы, да, а сейчас кого побольше керны и наращивать. Вот, пропустили через пилу черновой обработки. Вот, после выстрогали в одну сторону. Вот, пропустили, а после уже пропускаем через резьбный станок под один размер, чтобы вы имели почта. Вот, идеально точно. Шаблоны ложишь и вычерчиваешь, просверливаешь, выпиливаешь.
Какой материал используете? Какое дерево? Ващала кернута наличники? Да лучше всего, наверное, елка. Елка подходит более-менее. А мля? Она более устойчивая. А мадик пояс более подвержен, получается, да? Сосна я более подвержен влаге, допустим. Сыщма. Ну, чёржика у нас, краска у нас отскакивать. Вот. Осина скручивает. Ну, вот тоже липа можно, липа применялась. Но Вот, липа статан ячмен. Еча можно достать, конечно, но труднее. Труднее съесть кольчик. А сначала просушиваешь. Конечно, не год, не два, годика 3, только 4 начинаю работать. Вот, сейчас же он сушилки займач. А вот у меня сушилка абу. Ну, колос я просто выторн подсушить несколько сезонов. Вот. У меня мимо станок есть, конечно, один вот, разного видности. Но все же ручная работа с кова. Без него не кача. И порой приходится выпиливать, вырезать. Вот. Вот чтобы не сечем квадратики. Вот это детальцы. Шалны вывер. Вот эти. Вот. И так сейчас стать тоже. И вот и на речке по периметру окна приклеяться. Не думайте, воск, басок. А узор се бощите, що те ваш кіркою вилучив? Ну, скопировал, чертеж скопировал. Мы, конечно, присутствует коми перемятская сода тогда. А вот. Вот это чисто, видимо, старинный. Сетчик шащин у нас. Вот это тоже, когда к мне вообще не сталкивался. И не замечал раньше, хотя я несколько раз проходил мимо дома. Вот так как бы более-менее старинный вид создает. Это чуть более современнее уже. 70-е, может, 50-е годы. Это, наверное, уже лет 100, думаю, по-любому. И сегодня, вот когда проезжаешь, особенно по Архангельску, наверное, редко встретишь дом, на окнах которых нет наличников. Но, конечно, больше всего, как бы сказать, радуют именно старинные образцы. Потому что в старинных образцах это именно вот эта печать, вот почерк геометрической вот рисунка, она сохранена. И меня больше всего, конечно, радуют вот именно те наличники, где был передан именно наш национальный колорит. Целью нашей галереи было хотя бы представить 7 наличников. Но мы же даже не ожидали, что насколько интерес возникнет и у других мастеров. И в итоге мы сегодня имеем 7 наличников, и 2 наличника, это у нас будут фотозона представлена. Первые 2 наличника один мастер создал, Баталов Николай Анатольевич. Он проживает в Антипино. Один наличник он изготовил на основе фотографии с деревни Верхняя Волпа. Второй наличник, его образец наличника. Также у нас еще один мастер, Баталов Леонид Николаевич, 2 наличника изготовил. Один из образцов наличников – это с деревни Ватякова. Второй у него образец – это уже свой почерк. Среди мастеров, которые нам работали в рамках реализации этого проекта, это Давыдов Григорий Александрович. Сколько лет вы работаете уже в этом ремесле? 29 лет почти. Обучались? Ну, как бы нет, не обучался, просто после школы сразу пошел в столярку, учеником столяра. И вот прошел весь этот путь столяра до мастера-профессионала. Завершающий этап будем красить наличной краской, которая выделяет структуру древесины.
то, что вот это самое солнце, оно как идет, вот оно же очень много здесь солнца должно быть. Вот и ромб без нас келеса, и полукруг без, и это все солнце. А то, что вот это вот завитки, что постоянно идет смена. Сначала предоставили нам рисунок, ну, фотографии со старых домов, наличников. Ну, а потом уже я снимал, размеры предложили, какие должны быть. И вот я по фотографии создавал. Почему выбрали вот такой цвет желтый? Но как? Она должна сочетаться. Ну, яркость, чтобы придавала, чтобы глазам было приятно. Сразу кидалось в глаза. Это же окно должно смотреться, чтобы люди проходили. Это его вариант наличника. Здесь преобладают геометрические. Допустим, это очень четко выражено это полотенце. Любой наличник, он же несет свой смысл, допустим, да. Там обязательно должна быть, допустим, завершенность и верхней части. Нижняя часть это как полотенце. И вот здесь очень четко, вот, как бы сказать, традиция наличника, она здесь сохранена. Кылысов Евгений Александрович, народный мастер Пермского края, Калин Николай Вениаминович. У него наличник на выходе для фотозоны. И второй наличник в качестве фотозоны у Глющикова Леонида Сергеевича. И мы очень рады нашим мастерам, которые так легко откликнулись, и к тому сроку, который мы им поставили в качестве задачи, они справились. У нас тоже музей в Гайнах есть, тоже красиво, тоже все старинное, но тут очень интересно, тут вообще впечатляет прямо все. Мемета один бурак глинчи ярыс. Мячем, ну мем глинчи керку из наличники. Вот мем мозг глинчи, что сейчас на шинные совежаны и озабырвань пукта наличникса. А мям пыр кучка вот чину прямо уши и ну вот прям вот интересно вот что это эстенечем, а вот эстенкерисечем яр. Ну, ашся и ну, быть-то вот шинные зачем. Ну вот с чем еще никто не гаджил. И, ну, прикольно. Мы вот клиничим. Мы уже даже вот намучаю фотографии с моим вот знакомые с перьями чемось, когда вот тоже занимающийся с этим, ну, этим история, вот, каджуджайса, отжиг, мы кекервиса, и няшу, ну, блин, что мне интересно, вот я не станкериса, даже вот в Моден Вовна в гости выйдет. Кыжмия кажалыма наличники с мыянка и эткодящ, но сия жекада озвачкище отамыдвыла, будыс наколасыш басык да ащама. Они архангельской мовулын наличники спожи аджины не джир ошинне звылын, но и пармамовулын медоджа галерея вылыш. Вести Пермь. Все, что интересно пермякам. Главные новости Прикамья, репортажи о важнейших событиях, прямые включения из любой точки Пермского края. Смотрите Вести Пермь на телеканале «Россия-1» в 9:00, 14:30 и 21:05. Белорусская обувь для широких ступней, выпирающие косточки и больших размеров. Кожа, эко-кожа, Нубук. Надела на ногу очень хорошо. Только с 21 сентября по 6 октября. ДКЖ. Очень выгодное предложение от курорта «Ключи». Только до 17 октября при оплате путевки 2 дня в подарок. Подробности на сайте spadifisключи.ру. Беззаботные туры в Доминикану от СКО Travel. Самый красивый отдых. Телефон 270 03 03. Вестипермь.ру. Все, что интересно пермякам. Главные новости Прикамья, репортажи и выпуски программ, прямые трансляции важнейших событий. Смотрите на сайте вестипермь.ру и официальных страницах ГТРК Пермь в соцсетях. Ось там. Мена мем акань Марина. Ачым сиоме широты. Ачым сиоме башоты. Сыша сия и паштоты.
Вот это десятиручница. Рогоз. Десятиручницу делают на покров 14 октября. С этого дня начинаются посиделки. И невесты стараются делать приданое, чтобы все успеть, любую работу закончить. Такую десятиручницу делают как бы помощницу, берегиню на все дела. А каница керну не просто. А кані света бурно, горджено, вышивайтно, куклас. Вета овно кагаса учатся. Вот сейчас мне любита челя дискоткерна куклез. Вот это аканюкус. Семейная пара. Чтобы он семьяны свои кагаок, вот это керна. И мешамям аканек, коза. Сия керща, чтобы настроение вы хорошее. Вот, коза дереза. А вот еще как конек зим. Басок. Это аканишуща. Травница. Пычка заканисванем турунок. Сиаден ческата пахнет. А это какой зайчик? Это зайчик. Качок комен. Сия керана пасхан. Видишь, кармашек потайной. А талун миеты католичка. Пондыам керну а конек и джасиш. Когда кужа йоктыну. Пондыам? Давай попробуем. Давай попробуем. И джаса не бжю там. Сыко совсем немножко. Что все буржука не бжис. И от сторона, и мы от сторона. Мне челячань мама отца има, тятю окот. Щено кошитно. И вот мянва мама, что чишика, и час чискер вывез. Берготуштас. И шогмас, а конек. Руч там васа, пук там чушкотва. Вот и позже мастеритно. Мянва по нас ковну. И джаса туловищева и кезва. Туловище спунда ковну по нас. Кукиш унажик. Те есть боштан. Туловище и киез. И мне тоже. Это сверху. Так. И мы закручиваем и пополам складываем. Теперь узелочек. Киеса кужеш осков. Кушкия се амортес умаль. А дженет кияса тоже осков. Ко середина кошена. Вот примерно, если мян высота вот это у вас, мян ватырма сетчеч. Учетикаш. Кияса пук там еще раз. Вот это крестообразно. Ну-ка, вот сейчас возьми и снова положь сама, ну. Пельпонва, талиява, по талии, потом от пельпонва. И мади квадра талиява снова. Вот крестик и эстен крестик. Вот сия крестес и берег вас служита. Олечка, сейчас это надо все убрать, почистить, подровнять. И вот тут немножечко кулачки завязать. И будет у нас куколка готовая.
А ты пока чистишь. Сама попробуешь, нет? Ну-ка. Красивые, мама, у нас получились куколки, да? Мимо денглиниче. А может, меня не понаса. Йоктына? Пундым? Поричес боитесь, что этим аканьса керану, чтоб керку освои тырдоз, чтоб кагас эшогал. Не иногда гостит отиса, чтоб задобрить. Ну-ка, попробуй тихонечко.